Коншерфініз қайырлы olsun, эфирде заман саатлерде 15.30 бүгін Қырмыжғалынан 818 күні кетмекте. Студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. 708 күн Русия апсынды олған Надежда Савченканы Украинада қаршыладылар. Оны кетірмек үшін Ростов-на-Дону шеріне Украина президентінің учағы ел алды. Учақ енді Борисполде қонды, Савченканы қаршыладылар. Журналистлерінен қонышты. Беліке Савченканы Русия махкемесі 22 елға санки Рус журналистлерін өлдіргені үшін жезалады. Оны берліке ГРУ қадимлері Александров и Ерофеевке деңіштірділер. ГРУ қадимлеріні Украина махкемесі ато зонасында қанунсыз болынған ве Украин аскеріні өлдіргенінде қабатлады. Олар да енді Москваға барып шыққан. Бұтын Дүния Қырымтар Конгресінің Иджира комитет азасы Эрвин Ибрагимовны қырсызлағанлар бұ ақта Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желял білдірді. Оның сөздеріне көре Эрвинні ГИБДД қадимлері тоқтатқан, сонра есе белі олмаған инсанлар оны қырсызлаған. Бұл вақия түкенларының бірінде олған камераға түшкен, оны Ford Transit арабасына юклегенлер. Евелсі пейді олған қаберге көре Ибрагимов сонке кере түневін ақшам саат 11-де бабасынен бағланып, араба весиқалары қайда олғанны сұраған. Шымды оның телефоны соны карабасы еві янында ачы қапылары векелетінен тапылды. О қайда олғанны кімсе білмей. Меджлис азалары полиция ве ФСБге сұрав йолладылар, андайсы ичбір қабер бермейлер. Ана бабасы прокуратураға Қыдыров үшін ариза язды. Евелсі Ибрагимов яқынларына айтқанына көре, оның арабасы артындан Шкода Октавия арабасы излеген. Ибрагимов региональ Меджлис азасы ве Бахчисарай шер шурасынан сабық депутаты. Как нам стало известно, вчера около 11 вечера Эрвин Ибрагимов, находясь, видимо, в машине своей, позвонил отцу, спросил, где находятся документы на машину, после чего он больше на связь не выходил. Через какое-то время, буквально там в остановке, наверное, от дома, недалеко от дома, в Бахчисарае, был найден родителями, отцом его автомобиль. Ключи от машины находились в замке зажигания, бардачок был открыт, сама машина, получается, была не закрыта. На данный момент, что с Эрвином, где он находится, к сожалению, неизвестно. Телефон его выключен. Мы обратились уже и в полицию, и в ФСБ. Нигде нам никакой информации не дают. У нас нет информации, чтобы Эрвин был замешан в каких-то там делах, чтобы с ним это могло происходить что-то такое там связанное с коммерцией или с незаконной деятельностью и так далее. Эрвин Ибрагимов известен как активный член Бахчисарайского регионального меджлиса, он член исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар. В принципе, не скрывался и свою позицию по поводу происходящих вещей говорил. Мы не исключаем, что здесь может быть завязана и политическая его деятельность, но пока что утверждать что-то мы не можем, потому что слишком много неизвестного. Бүгін судақта махкеме күні шерінің Ишғалжы махкемесі 18 майыс күні санки автоюрышты иштирак еткен 4 қырым-татар геншінің ишini бақмақ керек. Топлашық саат 9-да башланмақ керек еді, ләкин да башланмады. Матем күні арабаларында милли темсалерінен кеткен геншлеріні ГИБДД қадимлері тоқтатты. Полиция бөлігінде есе оларға мемори протоколлар тізділер. Санки олар уйғынлаштырылмаған автоюрышты иштирак еткенлер. В 9:00 было назначено заседание по ребятам, которые участвовали якобы в автопробеге. В 9:00 ребята прибыли вместе с родителями, вместе с адвокатами. И, собственно говоря, поддержать ребят приехали не только ближайшие друзья, но и достаточно большое количество судакчан, крымских татар, которые проживают в Судаке. Ну и были еще гости, так сказать, из Симферополя. Мы прождали где-то около 40 минут. В течение 40 минут
Нам удалось выяснить, что судья находится, который должен рассматривать данное дело, находится в совещательной комнате по совершенно другому уголовному делу. И что раньше, чем до обеда, судья не освободится. Собственно говоря, нам объявили, что ребятам позвонят из суда, из секретариата, сообщат о времени. Очевидно, это будет сегодня, после обеда, как нас ориентировали, но дополнительно, то есть ребятам сообщат о времени, на которое будет назначено само заседание. На суд, когда в 9 утра мы подошли, мы наблюдали пока только представители полиции, которые, собственно говоря, составляли административный протокол. Представители ГИБДД не явились пока, но и полиция, и мы настаиваем на их присутствии в суде, поскольку это они были инициатором всего мероприятия, связанного с задержанием ребят и так далее. Siyasi mabus Arsen Japarovga sizoda басқа япалар. Bu haqda advokat Emil Kurbedinov o'z Facebook sayfasida yozdi. Onun sözlerine ko'ra, mabusning ana babasi da басқаға uğray. Belli ki Japarovning kechgan ay Yalta jivarındagi Qiziltashda yaqaladılar. FSB uni Hizbut Tahrir birlashmasine sanki aloqasi olganida sheklab terrorizm deb qabatlay. Арсен Джапаров помещен в камеру с лицами, обвиняемыми в изнасиловании. Потом его перевели на 2 дня в карцер. Затем поместили в камеру так называемую пресс-хату, где доходило до конфликтов. Затем опять вернули в камеру с насильниками. Все это делается, по-видимому, для сговорчивости. Читать намаз Арсену в этих камерах не дают. Также неизвестные пытаются влиять на родственников, уговаривая их поговорить с Арсеном, чтобы он был сговорчивей. Следует добавить, что Арсен Джапаров еще на воле подвергся агрессивной вербовке. Еще будучи на воле, и с работы уволили, и ДТП организовали. Затем арестовали и обвинили в терроре. Qrimtatar xalqына басқаны ярмаданы терк етсін деп япалар. Бұнда құқық қоршалайчы инсан хақлары бойынша контакт групп азасы Абдуришит Джапаров емин. Оның сөздеріне көре шынды Русия бұтын дүнияға Қырымда уйдырма террористлер олғанны көстермеге істей. Прежде всего для запугивания, для подавления воли, для подавления, в общем-то, всякого желания там вообще жить в Крыму, потому что чем больше таких явлений, чем больше таких, в общем-то, вещей, и у многих, может быть, они думают, что у многих возникнет желание выехать из Крыма как бы от проблем подальше. Вот как бы еще как бы цель выдавливания отсюда нашего населения. Это просто крымские мусульмане. А для этого не обязательно быть там экстремистами или даже быть членом Хизбут Тахрир. Просто пока решили, что этот время проходит, почему их забирают? Вот все понимают, что когда речь идет о просто людях, тогда включаются правозащитники, мир, Европа и все остальное. А когда вдруг говорят о исламистах, о мусульманах, и их как бы окрашивают, там, не знаю, там, террористы, кого-то, и у них как-то начинают задуматься, может быть, это правда, может так. Поэтому они, видимо, это уже проверили, вот у них конвейер обкатан, и они как-то, видимо, решили нас сделать под эту статью. Дело в том, чтобы очевидить, чтобы, на самом деле, от нас отказались и те, кто за нас там, ну, в общем, все, кто с нами солидаризируется. Qrimtatar siyasi mabuslarının ailelerini yardım көстері фонды Karadeniz Production студиясының баш muharriri Liliya Bujurova mabuslarının қоранталарына дестек көстермек үшін бірлешмеге чағырды. Шынды 18 Қырым мұсылманы олар арасында 17 қырымтатары апсте болуына. Ишгалжы акиметі яқаланғанларының эксериетіні терроризмде қабатлай. Уч инсанны 2014 сенесі февраль 26 күні санки күтлеви қалабалықлар чықарғанында. Апсте олғанларының умумен 41 баласы бар. Олар шымды бабасыз қалдылар. Бужурова бойынды епсі бізім балаларымыз деді. Бабалары апсте олғанна қадар бұ кичік балаларыны остырып аяққа қоймақ әрбір қырымтатарының, әрбір мұсылманның бойын боржыдыр. Теклифлері олған тешібішчілер экранларда көрген телефон номерасына ве электрон адресі бойынша бағлана білелер. Ахмеджи jivarındaki Yeşildağ sakinleri şehirге бармақ үшін күн ең азындан 2 километр жаяп жүрмеге мecburlar. Yol vaziyeti дешетлі алда olғаны себебінден қасабаға келген маршрутка енді келмей. Кечкен күзде Ишгалжы акиметі yolны біраз тамирлеген, ләкин отек бір қач афтаға еткен. Шымды қасабаға acele yardım машиналары да келмеге разы олмай. Талебелер есе мектепке бармақ үшін ең азындан 2-3 километр месафені жаяп кечелер. В прошлом году нам в конце года привезли, значит, переработанный, скажем так, асфальт, который снимали в городе, и делали нам отсыпку.
от начала нашего поселка и вот до этой остановки. Сказали, что на 500 000 нам дорогу засыпали. Приезжает ГИБДД, нашу дорогу, значит, не принимает. Опять у нас дорога аварийная. Это буквально сразу на 3-й или на 4-й день. Вот. И транспорт нам опять, значит, не пускают. Когда снег, когда дождь, мы полностью пешком идем. Я каждый день обычно хожу 3,5 километра. Оттуда сюда. Иногда по рабочим дням 7 километров. Подвозит иногда до конца бетонной дороги. И все, а там все люди пешком идут. В прошлом году мы попытались исправить ситуацию. Потратили 500 000 собственных средств на восстановление дорожного подкрытия. Была проведена работа по подготовке, прежде чем уложить, а потом вырубка была закатана катками уже на подготовленную поверхность. И это стоило 500 000 рублей. Однако этого оказалось недостаточно, и перевозчик не возобновил маршрут. Ахмежитеке Петровский балки сухақ сакинлері yol кейфиетіне шикейт етелер. Яғмұрдан сон о өзенге чевірле. Инсанларға ве атта арабаларға сухақ бойынен кечмесінің чаресі yok. Су аққанда о тепеден бұтын топрақларына юып кетіре. Топрақ есе сув өлчев алетлері олған қойыларыны қапылай. Здесь канализации нет. Здесь, если дождь идет, от забора до забора. Это целая проблема. Приходят к нам контролеры с водоканала, спрашивают, где ваш колодец? Колодец засыпан илом, грязью, водой. Засыпан колодец. Это большая проблема на самом деле. По этой тропинке идет вся Петровская балка, и людям очень тяжело идти. И это все под моим двором, и я это все вижу. Ходить невозможно, детям бегать негде, играться. Старики мучаются, идут по улице. В общем, такси, скорая помощь – это не для нас. В зимний период времени у нас очень много людей. То ли руки ломают, то ли ноги. Освещения там тоже никакого нет. Первый этап ремонта дорог – это ямочный, так называемый текущий ремонт. Это сегодня докладывал руководитель ДГХ. Қырым бінде есе Медведев кележегіне yollarını тамерле башлағанлар. Yollarға регионда чалышқан чөпчі ве yol қызметшілеріні шығарғанлар. Бұны тазықлаған видеоны алупкалы блогер Сергей Псарев ерлештірді. Беллеке ратлық күнлері Русия баш назиры ярмадаға келді. О нефақаджыларға төлевлеріні көтермек үшін пара олмағанını білдірді. Қартларға есе даянмаға теклиф етті. С 5 утра работаете. С 5 утра работаете? А вы знаете, с чем связана такая? Да, с Медведевым. С Медведевым? Да. Скажите, а раньше эту дорогу никто не делал? Да ее года 2, наверное, не делали вообще. Вообще не делали? Сейчас выгнали всех дворников, вот это вот убирали. Это срочно выгнали? Ну, получается, срочно. И ямы, я смотрю, позаделали? Да, до первого ливня и все. Это 100 пудов, потому что вот эта крошка, это с прошлого раза так засыпали. Вот это ж порнография, это не засыпали. До первого ливня? До первого хорошего ливня. И потом оно все водой смывает вниз. Я 8 лет в Алупке, здесь сам я крымский. Вот. И с каждым годом дороги хуже и хуже и хуже. Никому нету никакого дела. Приехали, нам мешок цемент бросили, ни воды не привезли, ничего. Делайте как хотите. Но мы смекались, то нашли выход с положения. Я просто удивляюсь, что курортный город так вот живет. Люди приезжают, говорят, да мы больше сюда не приедем, тут сильно грязно, и все. Приезжают только посмотреть дворец, едут куда-то, где почить. Бүгін ве ярынға ярмадада фуртуна вазиетін елан еттілер. Қырым гидрометео меркезі берген малыматқа көре сағанақ бұрчақ олажақтыр. Ел тақменен санеде 20 метрге есежектір. Сакинлеріні мұқайт олмаға чағырдылар. Бұл саатқа соңки хаберіміз еді невбетеке яйынларымызны қачырманыз. Біраз соныра Украина мемориетінің бинасындан яйынымыз олажақ. Андайсе Украина президенті Петр Порошенко азат олған Савченканы қаршылайжақ. Көрішмек үзіре, аты ерілі олыңыз.